В Республиканский онкологический центр в Сухуми поставлено лабораторное оборудование исследовательского класса производства Японии, Германии и США. Оно предназначено для выявления онкологических заболеваний в кратчайшие сроки. Данные аппараты отличаются высокой точностью и надежностью. Онкодиспансер остро нуждался в оборудовании, способном своевременно выявлять и самостоятельно исследовать онкологические заболевания. Специалисты с сожалением отмечают, что количество людей, страдающих онкологическими заболеваниями, в Абхазии растет. Онкология в нашей стране занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. Печальная статистика указывает на то, что 70% больных обнаруживают болезнь на последней стадии. Ситуация в Абхазии с онкологией достаточно заболеваемостью очень сложная. Фактически заболеваемость растет с каждым годом. Случаев запущенных опухолей порядка 70% от всех пациентов. И данное оборудование предназначено для решения всех наших насущных задач с учетом именно ситуации в Абхазии. В перспективе также изучение опухолевых процессов вживую по так называемой технологии инвитро для отслеживания течения болезни пациентов. Данное оборудование состоит из двух блоков. Это патогистологическая лаборатория, предназначенная для изучения опухолевой ткани на клеточном уровне, и лаборатория клеточных культур, позволяющая изучать поведение опухоли вне организма в ее естественном состоянии, что позволит следить за развитием метастазированием болезни. Все это на порядок увеличит эффективность лечения опухолевых заболеваний. Кроме того, оборудование даст возможность проводить полноценную диагностику на месте, без необходимости перенаправления анализов за пределы Абхазии. Наше оборудование позволяет примерно в 3 раза больше получить информации, чем в тех лабораториях, куда мы сейчас отправляем в Россию. Помимо всего, в Абхазии существует целевая государственная программа для проведения химиотерапии больным онкологическими заболеваниями, полностью финансируемая Министерством здравоохранения Республики и Фондом обязательного медицинского страхования. Есть целевая ведомственная программа по проведению химиотерапии для больных с онкологическими заболеваниями. Полностью обеспечивается через бюджет фонда обязательного медицинского страхования препараты первой и второй линии. Группа препаратов третьей линии химиотерапии, они не так часто назначаются и чрезвычайно дорогие. Поэтому бюджетных возможностей таких нет, но тем не менее Министерство здравоохранения практически всегда оказывает помощь, в том числе и этой категории больных, нуждающихся в третьей группе химиопрепаратов. В рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономического развития Абхазии практически полностью оснащен и укомплектован ряд медучреждений страны. Это республиканская больница, онкологический центр, противотуберкулезный и психиатрические диспансеры и Гудаутская ЦРБ. Наала Кофи, Саида Гухава, Абхазское телевидение.